Сәлем достар, қалайсыздар, армысыздар ма? Друзья, в современном мире время летит быстро. Вам так не кажется? Иногда мы планируем много дел, но успеваем закончить только пару. Да, работы много, а времени мало. Как часто в течение дня вы задаете вопрос, сколько времени? Уақыт қанша болды? Немесе уақыт неше болды? А как часто вы отвечаете? Думаю, не раз. Поэтому важно знать и уметь правильно спросить время и сказать, который час. Сағат неше болды? Но для начала сегодня мы научимся словам и выражениям по теме уақыт – время. Ал кеттік, достар, уақыт күтпейді, время не ждет. Час – сағат, день – күн, неделя, апта, месяц, ай, год, жыл. Это величины, которыми мы пользуемся, когда говорим о времени. Также, друзья, есть понятие сегодня, бүгін, сейчас, қазір, вчера, кеше, позавчера, алдыңғы күні, завтра, ертең, послезавтра, арғы күні. Когда не было часов, сағат, как казахи вели учет времени. Друзья, вам интересно это узнать? Мне тоже интересно рассказывать вам про это. Например, секунда «қас қағым» – это переводится как взмах ресницами, либо көзді ашып жұмғанша. Успеть открыть и закрыть глаза. Сейчас эти слова вошли в язык как фразеологизмы. Мы говорим так: «Қас қағым сәтте жоқ болып кетті». Не успел я моргнуть, как он исчез. 10 или 15 минут – это у нас сүт пісірім уақыт, немесе шай қайнатым уақыт. 1,5 часа – это бие сауым уақыт, то есть время подоить кобылу. 2 или 3 часа – это у нас ет пісірім уақыт, немесе ас пісірім уақыт, то есть среднее время варки мяса. Теперь, друзья, давайте рассмотрим, как говорили про время суток. Тәулік уақыты. Алагубе, аланғлан – это время до рассвета. Құлан-ек, құлан-сәрі – это время рассвета. Таң-сәрі – это время, когда начинает светить солнце. Сәске – это время, когда солнце уже встало. Талтыс, тапатал – это примерно час дня. Бесін – это у нас после обеда. Құлама бесін – это время начала захода солнца, то есть поздний вечер. Шам, алакиум – это время, когда вокруг становится темно. Түн, энер – это ночь. Жарым түн – это полночь. Я надеюсь, что сегодня мы вам дали понятие о времени и как правильно спросить время на казахском языке. А на следующий урок мы продолжим эту тему, и я объясню вам, как правильно отвечать на этот вопрос. Друзья, мы не просто хотим, чтобы вы говорили на казахском языке грамотно, но и чтобы достаточно хорошо знали культуру казахского народа. К сожалению, время не вернуть вспять, но зато им можно управлять. Учите казахский, цените свое время, потому что уақыт алтыннан да қымбат, время дороже золота. Келесі жүздескенше, достар.